«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Этим словам уже более 2000 лет, и они таят в себе великую возможность для человека спастись милосердием. XIX век, век религиозного скепсиса, показал ненадежность праведности, необоснованной церковным фундаментом. Именно в то время были созданы самые известные поныне благотворительные общества «Красный крест» и «Сестричество милосердия». В 1859 году швейцарец Дюнан оказался в числе нейтральных очевидцев битвы при Солферино. Ужаснувшись страданием 40 тысяч раненых, оставленных на произвол судьбы на поле боя, Дюнан организовал группу помощи. Так возникла идея создания нейтральной организации, помогающей жертвам войн и других катастроф. Спустя 5 лет и была подписана Женевская конвенция, а эмблемой, в напоминание о флаге Родины инициатора движения Швейцарии, стал Красный крест. Уже через 3 года в Беларуси появились комитеты российского отделения Красного Креста. Кстати, несколько лет назад высшая награда Красного Креста была вручена в Беларуси уже 7-й медсестре Нине Близнюк. Когда так случилось, что я осталась без работы и просто не знала, что делать, и меня попросили ухаживать за больным. 3,5 года я его смотрела уже до самого конца. Я человек была не воцерковленный, но так как без духовной помощи обойтись нельзя было, очень трудно, я пошла в церковь. Первая община сестер милосердия в России была создана во время Крымской войны. Это был первый в мире опыт женщин в качестве помощников медиков на поле брани. Организовала общество великая княгиня Елена Павловна. И 120 сестер из Санкт-Петербурга и Москвы, из семей дворянства, купечества, духовенства отправились на фронт под руководством знаменитого Пирогова. Хирург создал систему распределения обязанностей от фармацевтов до хирургических сестер, и сестры приняли на себя рутинный труд санитаров. Служение сестер милосердия не прерывалось и в мирное время, а в период Первой мировой войны жена и дочери императора Николая II работали обычными медсестрами, помогая раненым в госпиталях и лазаретах. Конечно, были какие-то нюансы, которые, казалось бы, вот все оставить, потому что это довольно-таки непросто. Ну, а потом, на меня же надеются. Я же уже с человеком общаюсь, и как я могу его оставить? Середина 80-х годов 20 века ознаменовалась возрождением Русской Православной Церкви на ее исконной территории. К тысячелетию крещения Руси гонения на церковь закончились, а безбожная власть, породившая их, прекратила свое существование. В обиход вернулись понятия, без которых не может существовать человеческий дух – вера, любовь, милосердие. Общество признало человек – существо не только материальное, есть некие высшие силы, влияющие на нашу жизнь. И не все в этой жизни зависит от самого человека. Есть люди, нуждающиеся в милосердии, и они ничуть не хуже остальных, просто сама жизнь поставила их быть мерилом человечности тех, кто вокруг. В 1988 году при Минском кафедральном соборе возникло первое сестричество. Духовником его стал отец Игорь Коростелев. Это годы были действительно духовного подъема. Особенно 90-й год, вот такой вот интересный был год, когда тысячи людей мы в кафедральном соборе служили, крестили. И вот тогда была как бы вот энтузиазм христианский, такая христианская мотивация, желание, в общем-то, себя реализовать вот, через помощь ближнему. Женщина более верная Христу, как она была, так и она осталась. И со времени жен-мироносец, а кто нашу церковь сохранил в годы гонений большевистских? Женщины. Владыка митрополит наш благословил меня быть духовником этого первого сестричества Софии Слуцкой, кафедрального собора. И вот это вот рвение наше тогда, желание помочь, особенно людям, попавшим в самые трудные обстоятельства. Это первое, конечно, спинальное отделение Института травматологии. То есть люди, которые вчера были совершенно абсолютно здоровые, и вдруг где-то случилось несчастье с позвоночником, и человек абсолютно беспомощный. Это очень трудно. По-христиански каждая женщина получала возможность
помочь другому человеку, то есть исполнить то, о чем Господь говорил. То, о чем нас будет спрашивать когда-то на страшном суде. Вопрос простой. А навестили ли вы больного? И все, конечно, хотели это навестить. А получилось, не все могут это делать. Не каждый человек может видеть гной, переносить запахи. Это не запахи, страшные что-то. Кровь, видеть страдания. Не все могут. Когда женщины приходили с таким энтузиазмом и падали в обморок там. Даже священник не каждый может это делать. Не все. Несколько наших известных священников, я их как раз им в институт травматологии они приезжали. И когда они увидели вот эти палаты, где там молодые люди без рук, без ног, в крови, там, в бинтах и все такое, и отец ей говорит: ты выдерживаешь. Как ты вообще это выдерживаешь? Это были наши батюшки, которые прекрасные педагоги, прекрасные богословы, прекрасные проповедники. Мы когда первый раз пришли, помню, в первую больницу, отделение лейкемии, да? То есть отделение лейкемии, особенно начало 90-х годов, в принципе, это 100%, ну, так сказать, 98% смертность. То есть дети, которые заболевали белокровием, ну, практически не умирали. Мы тоже тогда пришли и боялись, что будет некая такая злоба по отношению к нам, со стороны родителей. Потому что вдруг такое горе, да? И, конечно же, за что Бог наказал, почему моего ребенка и так далее. И вот с такой вот как бы неуверенностью и опасением мы туда пришли, и вдруг родители спрашивают: а можно крестить? А можно причастить? И мы вдруг поняли, что, оказывается, мы нужны. Свято-Елизаветинский монастырь. Многие минчане уже не представляют себе то время, когда его не было. Многие в беде, в тревоге обращаются сюда за молитвенной помощью. В монастыре на подворье получили приют те, кого больше нигде не ждут. А начиналось-то все с сестричества, со служения сестер милосердия Петропавловской церкви в психиатрической больнице. Сестры в белых облачениях пришли в эту больницу, на территории которой выстроен наш монастырь. Пришли к людям не больным физически, а пришли к людям душевно больным, к людям, у которых болит душа. И, конечно же, служение сестер, оно тоже необычно, потому что сестры пришли утешать человека, дать ему какую-то, помочь ему найти почву и обрести почву под ногами в этой жизни, помочь ему как-то увидеть свет в своей жизни. А кто свет в нашей жизни? Это Господь. Каждая сестра ходит в отделение, в больницу, либо в интернат. У нас здесь еще рядышком с больницей есть взрослый интернат на 800 человек и детский интернат, где находится 400 детей больных. А наш монастырь, он, наверное, вся его деятельность, она рассматривается как служение ближнему. Да? На сегодняшний день у нас есть подворье, где находится 70 человек, которые потеряли и дом, и кров, и разные у них судьбы, и обрели свое непристанище именно при храме, при монастыре. Уже свой жизненный путь, как бы так, они направили к Богу, к храму, потому что, в принципе, человек, который все потерял, ему некуда идти, его никто не ждет, кроме Бога. Сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны и позаботился о нем. Кто из этих троих был ближний попавшемуся разбойникам, оказавший ему милость? Ольга Константиновна, давайте я его поправлю немножечко. Вот так. Ну, вот так вот. Я всегда стараюсь сделать все, что должна сделать. Вот как бы я сделала для своей мамы.
А если я сделала все как надо, я иду спокойно, что да, в следующий раз я приду, конечно, все то же самое начинается, все то же самое. Умывание, подмывание, стирка, готовка. Но это уже как обычно. Вот. Но когда обычно, это всегда, даже вот по времени, чтобы все сделано так, как надо. Как вот, чтобы на сердце было спокойно. Сестры, вы помните, да, в объявлении об организации школы сестер милосердия там прозвучала конкретно цель нашей школы, да, подготовка кадров для церковных социальных служб, прежде всего для служб вот сестрических, да. И как раз мы сделали первый модуль, это именно уход на дому. Это самая насущная проблема, вообще говоря, для нашего города, вообще для нашей республики. Практически каждый день мы получаем заявки на оказание помощи, даже и по несколько заявок в день, да. К сожалению, пока нас так мало, не хватает людей, чтобы вот прям сразу человеку сказать, да, что вот завтра там к вам придет сиделка, да. Надежда Александровна, вы что-то уже уточняли, вот могу, да? Да, я вот могу сказать, потому что я общалась, правда, по телефону с ее дальней очень родственницей, тяжелый очень случай, конечно, одинокая совершенно женщина, посвятившая свою жизнь, в принципе, близким и родным, сейчас осталась одна. Беспомощной. Она слепая. Я вот с ней разговаривала, очень замечательный человек, такая доброжелательная, такая очень, как вам сказать, вот того поколения люди, они же ведь особенные. По плану работы мы можем сделать и гигиенические процедуры, и профилактические различные мероприятия. На это все вот у меня отведено 4-5 часов. Бог наш всегда неприсно. Аминь. Есть люди, которые как бы не подпадают ни под один из законов, нормативных актов о том, что они нуждаются в помощи. То есть формально у них что-то есть. Есть родственники, вот, есть какой-то доход у этих родственников, да, которые совместно с ними проживают. Вот. Но ведь, как говорится, по совести жить не заставишь человека, если он пока сопротивляется, живет не по совести, и своему ближнему, который нуждается в его помощи, такой помощи не оказывает, да, то как его проверить, заставить? Сестра приходит, дом, как говорится, полная чаша, вот, но есть в доме больной человек, который никому не нужен, о котором думает, ну, живи как живешь, помрешь, мы тебя похороним, а сами занимаемся своими делами. И вот приходит сестра милосердия, ухаживает, так сказать, все делает, вот, а ей даже не скажут ни здравствуйте, ни до свидания, ни спасибо. Вот, как будто, так сказать, служанка пришла, послужила. Как вот таких людей вразумить? Никак. За таких людей, конечно, мы молимся. Когда вспоминаешь о послушании, которое владыка поручил исполнять, быть духовником Союза сестричеств милосердия, то вспоминаешь слова из Нагорной проповеди, заповеди блаженств, а именно «блаженны милостивые, ибо они будут помилованы, блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими». Потому что как раз служение сестер милосердия – это служение милосердия, служение милости. Вот. И служение духовника – это служение миротворца. Господь призвал нас благословлять убивающих нас. Не просто там злословящих нас или причиняющих нам какие-то страдания, даже благословлять убивающих нас. Мы должны этот призыв Господа, его пример всегда иметь перед духовным взором. Именно страдания Христовы на кресте, когда все кругом злословили его, убивали, а он молился и говорил: «Прости, Отче, не ведают, что творят». Так вот, если мы отступаем от этого идеала и правила, единственно верного в этой жизни, то тогда, конечно, и случаются конфликты. И очень сложно вот в этом в каком-то конфликте выделить того человека, который уподобляется Христу, вот, а другой, значит, уподобляется распинающим его. Обычно мы друг друга распинаем, вот, друг друга злословим, и вот поэтому и нужно взаимное прощение, взаимное, значит, такое примирение.
Если бы можно было руками развести чужую беду, то, наверное, у нас уже бы наступило действительно такое благоденствие. Да? Вот мы сегодня только обсуждали с сестрами, да, что вот очередной звонок был, нужна помощь, сиделки, ухода. И каждый звонящий думает, вот, ну, как нам кажется, что вот только у меня вот такая проблема, вот такая тяжелая, и вот, а к нам такие звонки поступают каждый день, и не один раз в день даже, да. Вот, и ты все равно понимаешь, что за каждым отдельная личность, свои какая-то специфика, свои какие-то вот сложности, свои какие-то нюансы, и их надо учитывать. И когда ты вот это можешь увидеть, да, вот эти нюансы, то тут уже эта беда, ну, как-то не совсем чужая. Сестры помогают вот в качестве санитаров, в качестве сиделок, да. Ведь выживаемость больного на 50%, вот тяжелого больного, на 50% зависит от ухода, например, послеоперационного, да. Вот. Если говорить о стариках и одиноких, ну тут уже вообще как бы, какое тут уже духовное слово, тут это уже, тут нужно сначала телу помочь, да, дальше уже можно говорить, да, в любой другой больнице тоже. Вот и владыка наш, митрополит Филарет, сказал, что прежде нужно помочь телу делами милосердия, а только потом уже начинать говорить словом, потому что когда человек терпит боль, вот, не всегда слово может быть услышано даже, может быть, даже какое-то раздражение у человека быть. У нас был случай с сестричеством небольшим, минским, да, когда они пришли в больницу, им не разрешили, сказали, нельзя говорить о Боге, ни о чем нельзя. Они сказали, хорошо, мы не будем говорить, но мы просто придем и будем помогать, как санитарки, вот как сиделки, но мы будем ходить в нашей форме. И вот они так ходили несколько лет, после чего они своим трудом, да, вот доказали, что они милосердие свое и вот веру свою они несут через дела. И потом уже сами больные начали спрашивать, а вы сестры, а вы из церкви, а вот можете ли там какие-то вопросы ответить? Персонал стал обращаться, то есть они своим трудом вот как бы уже слово потом и принесли. Самый запоминающийся момент был, мы достаточно непродолжительно с ней общались, и, в принципе, у нее был скоротечный рассеянный склероз. Она, в общем-то, думала, что она еще проживет полгода, но она прожила буквально 2 месяца, и еще была вся на ногах. Но то мужество, с которым она готовилась уйти, она прекрасно знала свое состояние. Она оставила не завещание, целую тетрадку написала сыну, что надо делать, как надо ее понимать, когда она будет в тяжелейшем своем состоянии. Это мужество этой женщины, когда она рассказывала, просто вот первая встреча, когда она рассказывала нам о своих проблемах, уже речь у нее была затруднена. Там такая улыбка была. Каждый человек ждет, что кто-то ему принесет что-то и даст ему вот это тепло, сердечность, что он будет не один. Сестра милосердия не может быть отдельно на послушании и отдельно в своем каком-то доме. Она всегда уже. Это образ жизни. У нас были сестры, которым было по 13 лет, и они очень активно, очень интенсивно, не знаю, с большим огромным удовольствием занимались посильной помощью по уходу за тяжелобольными. Наше сестричество, его специализация – это именно уход за пожилыми, престарелыми и людьми с инвалидностью, с тяжелыми нарушениями именно на дому. Вот. Очень часто это становится, скорее, такая отдельная служба, есть, которую можно назвать хосписом на дому. Вот это основная специализация. Плюс, конечно же, мы долгое время таким основным направлением нашим было работа с детьми с детским церебральным параличом. То есть вот когда я пришла, я как раз начинала работу с этой группой детей. Тоже направления работы были самые разные. То есть это и музыка, и театр, и, допустим, сейчас вот у нас одно из таких ведущих направлений – это ипотерапия, лечебная верховая езда. То есть, в принципе, мы исходим из возможностей, из опыта, из знаний тех сестер, которые приходят к нам в сестричество. То есть если к нам приходит человек, психолог, педагог, значит, он может использовать возможности своей профессии в реабилитации, в работе с этими детьми. Если у нас появляется инструктор по ипотерапии, значит, мы работаем в этом направлении. Если у нас приходит тренер по лечебной физкультуре,
То есть мы стараемся, мы проводим, естественно, мы составляем программу работы, это не происходит стихийно. Слава Богу, в нашем сестричестве, в общем-то, большая часть людей с высшим образованием, и мы как бы кандидаты наук. Именно поэтому мы пользуемся теми знаниями, которые есть у наших сестер. Церковь всегда была последней инстанцией, куда обращались люди за помощью. До сих пор остается так же. В светском мире принято избегать боли. Очень часто это возникает инстинктивно. Люди, в принципе, этим объясняется отношение к тем, кто имеет статус инвалида. Таких людей стараются избегать, потому что, в принципе, это напоминание как раз о боли, о болезни. И, вы знаете, иногда я сталкиваюсь, даже довольно часто, сталкиваюсь с таким иррациональным страхом заразиться, да, хотя, безусловно, он иррационален, да, он нелогичен. Боль, болезнь – это в какой-то мере часть жизни, да, то есть это негатив, но через негатив мы растем, то есть принимая, проживая боль, мы начинаем чувствовать лучше другого человека, мы начинаем ценить мир. Почему Господь попускает подобные испытания для людей? Ответ очень простой. Господь, как создал человека для вечности, и мы пребывали в вечности, в благодати Его в определенном месте, да? А когда мы не выполнили Его заповедь, пошли против Его воли, нам наша земелечка дана была в управление. Господь, создав человека для вечной жизни, ограничил число дней наших на земле. Почему? Потому что это ограниченное время мы должны просто-напросто использовать с пользой для того, чтобы очистить сердце свое опять от того, что препятствует быть с Богом. То есть стремиться к вечности, к вечному благодатному пребыванию с Богом. А вот чтобы это сделать, Господь по своему милосердию, что делает? Он пользуется всеми способами, чтобы нас спасти. Попросили меня девушке 17 лет в палату, она лежит в коме. Да? И, наверное, мы сейчас все молимся о ней, очень, конечно же, и о Василисе. И мама не церковная, и тут мама показывает мне молитвословку, где она полностью все правила болящих. То есть, наверное, если бы такое несчастье не произошло, она, наверное, может, это ее и не подвигнуло к обращению к Богу. Дай Бог, конечно, людям, которые только приходят в церковь, чтобы Господь совершил чудо, укрепил их в вере, чтобы девочка встала, что привело ее к Богу, к самому важному, что должно в жизни каждого человека совершиться, приход к Богу. Эта жизнь наша кратковременная, и готовимся мы к жизни вечной. Мы же готовимся к жизни вечной. А раз это самое главное, то мы эту жизнь на этой земле должны пройти таким образом, очистив себя, чтобы быть достойными, быть рядом с Богом и купаться в благодати Божией. Поэтому это не горе никакое, это промысел, я имею в виду болезнь. Это промысел Божий, Его меры, которые Он принимает к нам для того, чтобы нас спасти. Человек согрешил, навлек на себя проклятие, которое было предусмотрено за непослушание, за нелюбовь к Богу, за недоверие к Богу. И для того, чтобы спасти человека, Господь сам пришел в этот мир, стал человеком, испытал все скорби, которые испытывает человек в этом мире, и принес себя в жертву за наши грехи. Но эта жертва, она оказалась не бесплодной. Кровью Христовой была создана церковь. Мы теперь имеем возможность богообщения. И все люди, которые имеют общение с Богом и составляют церковь. И невозможно церковных людей исключить из общества. Это часть общества. Поэтому как человек активен в обществе, так же, соответственно, активна и церковь. И пытаться ограничить церковь только стенами храмов и молитвенными уголками в своих квартирах, конечно, невозможно. Мы не можем вознаградить Господа за эту жертву ничем.
Это вот жертва безответная. Так вот и наша любовь к ближнему, она тоже предполагает, что ответа не будет. Детский писатель Эрих Кёстнер как-то сказал: «Хорошего на свете мало, так сделай, чтобы больше стало». Слава Богу, нашлись рядом с бабушкой Олей неравнодушные люди, родственники, сестра Галина. Каждый помогает ей в меру своих сил, потому что главное – это увидеть того, кто рядом с тобой.